Инту с рабочим визитом посетил президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрий Колмаков. Руководитель крупнейшего в регионе объединения предпринимателей встретился с главой округа Владимиром Киселевым, посетил несколько объектов и провел совещание с бизнес-сообществом. Торгово-промышленная палата является негосударственной, некоммерческой организацией, основанной на членстве, созданной по инициативе российских организаций и индивидуальных предпринимателей. Республиканское объединение представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства – промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. Мы приехали в город Инту для того, чтобы выстраивать взаимоотношения с бизнесом, причем двухсторонние. Для того, чтобы те вопросы, которые мы уже отработали на других территориях, те вопросы, которые мы знаем, проблемы, которые существуют в других территориях, есть проблематика, которая есть и у вас здесь. Отчасти некоторые проблемы мы знаем. Поэтому мы готовы предметно поговорить. Мы не будем вас грузить какими-то вещами, связанными лекционными. Мы из бизнеса, мы сами работали в бизнесе много лет, знаем, что такое контрольно-надзорное ведомство, взаимоотношения с властями и так далее. В ходе совещания с представителями бизнес-сообщества Инты, которое проходило в городской администрации, президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрий Колмаков торжественно вручил членский билет ТПП региона местному предпринимателю Станиславу Клименко. Спасибо, что мы на интинской доброй земле. Очень заметно, что город очень чистый, это прямо, бросается в глаза. Мы северные люди, я сам с Воркуты, в Инте давно не был, и просто поразило, насколько чистый и ухоженный город. Это во-первых. Во-вторых, в истории Торгово-промышленной палаты республики, которой уже 26 лет исполнилось, не было никогда ни одного члена ТПП из города Инты. И вчера мы вручили членский билет представителю компании «Вояж», город Инта. Это у нас первый наш коллега, уже наш представитель в городе Инте. А далее, у нас, я вчера представлял руководство города и бизнес-сообщества, у нас появился, теперь работает общественный представитель Торгово-промышленной палаты Республики Коми в городе Инте, Лабонос Иван Витаутостович. Это человек, который будет иметь прямой контакт с бизнесом Инты, обратная связь ТПП Республики Коми, общение с властными структурами города Инты и, для того, чтобы мы выстраивали отношения и решали вопросы предпринимателей. Вопросов и проблем, с которыми сталкиваются интинские предприниматели, достаточно. Во время совещания были затронуты разные темы. Одна из них касалась арктической зоны, куда была включена Инта. В Приполярье появился резидент, который воспользовался преференциями и начал строительство завода. Всего в Республике Коми 6 таких резидентов. Все они вновь созданные производства и бизнес-проекты. Предприниматели, которые уже работают на севере, не могут воспользоваться государственной поддержкой по данному направлению. Тема несправедливая, она не просто решается, но это вопрос, связанный с отнесениями предприятий, предпринимателей, которые уже работают в Инте, к так называемым резидентам арктической зоны. То есть сегодняшнее законодательство предполагает следующее, что если я начинаю новый проект, и соответствуя определенным регламентам, то я могу стать резидентом арктической зоны с получением колоссального объема привилегий, которых у другого бизнеса нет. На самом деле это несправедливо, конечно, если я работал в Инте долго, и у меня есть свой бизнес, и он рабочий бизнес, у меня работают люди, я плачу налоги, несправедливо. А новое предприятие организовывается, оно становится, а я нет. Мы в этом отношении представляли уже, интересы других наших. У нас Инта, Воркута, Усинск, Уссыльма. 4 территории, относящихся к арктическим территориям. Уже обращение в Торгово-промышленную палату Российской Федерации, также через правительство Республики Коми в Министерство Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации, для того, чтобы эта тема была рассмотрена и решение было принято в пользу того, чтобы признавать, делать такими резидентами весь бизнес, который существует на конкретной территории. Также интинские предприниматели не понимают, из чего складываются тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом.
Местные бизнесмены считают их завышенными, как и плата за вывоз твердых коммунальных отходов региональным операторам. Мусорная реформа не дает нормально работать. Люди не могут добиться адекватного расчета объема отходов. Может влиять на эту ситуацию только УФАС Российской Федерации. Я в марте месяце, Юрий Александрович меня посылал на форум «Чистая страна», в Сколково я ездил, там 3 дня с этими, от зам председателя правительства Российской Федерации до самых операторов, там, которые работают в Московской области, да, вот с ними общался все эти 3 суток, да, и общались с УФАС, с представителем УФАС. Так вот, было сказано, что, ребята, вы у себя в районах, в своих городах, на своих территориях договаривайтесь с региональным оператором. Вот договаривайтесь, не будет никаких указявок, никаких изменений в законодательство. Берите и договаривайтесь. Мы работаем с регоператором. У нас по договоренности с ним, значит, мы договорились о том, что на площадке ТПП мы делаем так называемую согласительную комиссию для урегулирования вопросов бизнеса, в том числе и индивидуального. Вот. Поэтому я думаю, что и опыт нам позволяет, и взаимоотношения с регоператором. Но если не всем мы сможем оказать поддержку, я думаю, что все равно позитивных результатов будет много. Представители Торгово-промышленной палаты Республики Коми провели в Инте 2 дня, чтобы поближе познакомиться с местными предпринимателями, рассказать им об услугах, которые оказывает ТПП, и перспективных проектах.